В Якутске состоялись учебно-полевые сборы. В этот день на Зеленом лугу собрались 200 человек, из них 150 школьников, чтобы познать азы военного дела. Ежегодно мероприятие проводится Якутским казачьим полком совместно с добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России. Честно говоря, были опасения из-за погоды. Я думал, когда ехал сюда, что дети размокнут, что будут ныть, и что-то там, кто-то не приедет и так далее из тех команд, которые были заявлены. Но явка стопроцентная, все команды городские, которые заявились, они прибыли вовремя и участвуют в наших традиционных соревнованиях. Ну, как мы и планировали, должны были провести репетицию военно-исторической реконструкции по взятию интернациональным отрядом под командованием Родзинского города Якутска. В связи с непогодой и иными там обстоятельствами у нас не все получилось по плану. Но самое главное, что мы уже в принципе имеем представление об основных организационных моментах, которые нужно соблюсти как раз к моменту исполнения даты, это столетие, которое наступит в 2018 году, 30 июня. Да? Любой опыт, он положительный, даже в том числе, как сегодня, что у нас, может, не все получилось гладко. Но, думаю, за зиму мы сумеем более тщательно подготовиться к этому. Тем более костяк ребят уже набран. В принципе, можно начинать уже более серьезную работу по подготовке к мероприятию в следующем году. Но это команда ДСАФ. Это клуб реконструкторов, которые воссоздают форму тех времен царской армии, советской армии, разных, причем этапов советской армии. Менялась форма на протяжении ее существования. То есть там, я вижу и флотские представлены, ребята, и красноармейцы, и царская армия России, и офицерские тоже чины представлены. Это абсолютно здорово, потому что когда с ними общаешься, окунаешься уже в историю. Тем более эти ребята, они знают суть истории русской армии, с ними интересно общаться. Они показывают строевые приемы, которые были присущи царской армии. Они могут показать строевые приемы с оружием, которые были присущены советской армии. В гражданскую войну, после войны, Великую Отечественную войну. То есть это реальная история. Это то, что мы сами даже учимся, взрослые, у них сохранять эти традиции, которые у нас на протяжении веков складывались в России. Достаточно сказать, что наши поисковые клубы, если отметить, в этом году побывали на 9 местах боев гражданской войны, где погибли наши якутяне. Причем установлено место гибели 200 якутян. Такого не было. То есть лыжная бригада полегла. Просто поле, такое, как мы стоим, поле. На этом поле можно подъехать, потрогать могилу твоего деда, где он погиб. Аналогов не было. Найдены документы по генералу Котельникову, нашим первым якутянин, который получил генерала. Причем одним приказом вместе с маршалом Жуковым. Ушел отсюда в 16 году, прошел практически всю от Байкала до Тихого океана. Здесь служил. То есть материалы о нем найдены уникальные в архиве. Тут занимается. Спасибо, очень много проведено поисковых экспедиций. И наши соревнования сегодня тоже посвящены Аляске-Сибирь трассе. В этом году исполняется 75 лет. Здесь же мы запустили акцию, молодежную акцию аэродрома Алсиба. То есть планируем 4 октября соберем землю с аэродромов, всех аэродромов, которые были в Якутии, Алсиба, в гильзах от американских самолетов. Сегодня авиамодельные виды спорта посмотрели. Допустим, это единственный самолет по 2, который мы запустили с исторического места. 2 на 2,5. Мы готовы целую эскадрилью сделать.
Это радиоуправляемая модель самолета У-2, потом По-20 стал называться. Сделана в масштабе 1 к 5, всего в 5 раз уменьшенная. Ну, это обыкновенная радиоуправляемая модель. Выполняет те же эволюции, что выполнял настоящий боевой самолет летающий. Затем приступили к соревнованиям. Собирали и разбирали автомат Калашникова, снаряжали патронами магазин, стреляли из пневматической винтовки, показали знания на основу медицинской подготовки и химической защиты. Самым интересным и захватывающим соревнованием стала полоса препятствий длиною в 1 километр, на которой детей ожидали различные преграды. Здесь у нас сегодня присутствуют команды военно-патриотических клубов, казачьих клубов, школы, колледжей города Якутска. Ну, если целенаправленно заниматься, 16-я, 3-я школа руководителя, 33-я школа Голованов. И практически на всех подобных мероприятиях. Наши РККАшники, которые военно-исторические реконструкторы, которые рабоче-крестьянская Красная Армия называется, это единственное объединение, которое работает круглогодично. Интерес детей увеличился. Когда начинали клуб РККА, мы с трудом собирали, мало ребятишек, теперь идут. Но где вы можете найти ребенка, который сам ходит в форме 43-го года, в сапогах армейских, разбирают оружие Второй мировой войны. И причем, если в школах у них даже запрещено там полы мыть, у нас они и полы моют, и кухню чистят, и дрова, то есть делают все сами, как было вот на уровне ребятишки занимаются. А здесь то же самое. Все вот эти военно-исторические, поисковые, военно-спортивные клубы, просто спортивные клубы, это подготовка к жизни. По результатам, по качеству команд мы, конечно, сможем сравнить только по итогам сборов. Какие результаты по стрельбе, скорость на эстафетах и так далее. То есть будем сравнивать, конечно, с прошлым, позапрошлым годами. Но я надеюсь, я уверен, что результаты не будут хуже. Ребята с каждым годом становятся все крепче, подготовленнее. Я считаю, что вот это и заслуга казаков в той работе, которую они проводят вместе с ДСАФ, что ребята качественно подготовлены для службы в рядах российской армии. После насыщенных соревнований дети попробовали настоящую полевую кухню. Вот в музее вопрос не решается, занимаются футболом. Вот в музее вопрос не решается, занимаются футболом между Министерством финансов и Министерством культуры. Друг на друга. В этом году мы готовы еще около... И что далеко ходить? У нас есть якутяне, кто воевали за свободу китайского народа, которые 29-30-е годы, то есть интернационалисты были. Сейчас установлены связи как с Китаем, так и с Монголией. Когда сюда монгольская делегация приехала к нам в музей, она просто зашли, ого, боевые ордена Монгольской Народной Республики. Они не представляли. Вот только у нас это есть, больше нигде нету. Просьба к нашим властям оказать содействие всем тем организациям, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи. И именно реально нужен вклад. Мы много говорим про юнармию, вот она, юнармия, собрана. Мы готовы, вот если собрать просто общественность, до 2000 человек. Это реконструкторы, это авиамоделисты, это страйкболисты,
Лазертаг и все те организации, которые могут заниматься и которые занимаются на общественных началах. Вот следующую субботу на Билибина 9 мы проводим игра, называется республиканская игра «Зорница». Это для молодежи 18-30 лет. То есть для тех, кто еще может побегать, попрыгать, что-то себе показать. Здесь школьники, там уже учащиеся и работающая молодежь. Так что приглашаем всех посмотреть. Будет не хуже, будет лучше. Будет боевая техника. Кроме этого, то есть разворачиваться там, взвод наступления, рота в обороне, вот такое будет. Это сделаем. Так что приглашаем. Все, спасибо. Полки идут стеной, красиво держа строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце